Как отличить больного от здорового? Сколько стоит мнимая инвалидность? Есть ли список диагнозов для получения статуса инвалида и как пройти медицинскую экспертизу? Сегодня эти вопросы обсуждаем в программе «Татарстан без коррупции». В студии Светлана Спирина, и я представляю наших гостей. Это Рушан Рифатович Гарифуллин, главный советник управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. Хайырлы кич. Добрый вечер, хайырлы кич. Регель Халяфович Низамов, руководитель, главный эксперт Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан, Минтруда России. Добрый вечер, Самис. И Ильдар Азинович Фатихов, заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан. Добрый вечер. Всем добрый вечер. Также сегодня с нами на видеосвязи. Мы соблюдаем все санитарно-профилактические меры. И мы сейчас увидим, наверное, Любовь Николаевну Шейхудинову, руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Татарстан. Добрый вечер, Любовь Николаевна. Добрый вечер. Отлично. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 554-56-10, код Казани 843. Вы можете задать свой вопрос участникам программы, а также присоединиться к нашему опросу. И сегодня он звучит так. На ваш взгляд, сложно ли пройти медико-социальную экспертизу для получения инвалидности? Вот варианты ответов. Вариант первый. Прохождение регламентировано и понятно. Вариант второй. Зависит от благосклонности врачей и экспертов. Третий вариант. Здоров, но хотел бы приобрести для получения льгот. Ну а нашим экспертам я скажу, что накануне программы мы провели интернет-опрос в социальных сетях нашего телеканала. Вопрос звучал так: прохождение медико-социальной экспертизы для получения инвалидности – это. И вот какие результаты мы получили. Объективная оценка состояния здоровья, так считают 26% участвовавших в вопросе. Сложная и многоэтапная процедура, так посчитали 28% участников голосования. Статус инвалида можно купить, так посчитали 46% участников интернет-голосования. Вот как бы вы сегодня, все трое, четверо, Любовь Николаевна, извините, могли бы прокомментировать вот такой результат интернет-опроса. Опрос телеаудитории мы узнаем в конце программы. Ну, я думаю, все-таки, наверное, объективная оценка состояния здоровья, поскольку данная экспертиза она проводится по состоянию здоровья, в связи с чем принимается определенная степень инвалидности. Регель Халяфович. Я считаю, да, действительно, да, как вы сказали, она очень многоступенчатая, многоэтапная. Но вот сейчас мы, наверное, сегодня собрались встретиться, обсудить, какие вопросы, вот услышать у наших телезрителей, какие вопросы больше их волнуют, и как бы выработать нашу политику, нашу дорожную карту, скажем так, для дальнейшей работы совместной. Ильдар Азинович, ваше мнение? Да, объективная оценка здоровья пациента, да. А почему выбирают 46%? Вот посчитала интернет-аудитория, что статус можно купить. Есть над чем работать? Я думаю, да, что мы здесь как раз-таки для этого и собрались, выработать профилактику коррупционных рисков в данной сфере. И тем самым это подчеркивает, данная тематика, она актуальна. Хорошо. Сейчас мы начнем с цифр. Количество обращений в различные структуры по вопросам прохождения медико-социальной экспертизы для получения или продления статуса инвалида остается высоким. У нас есть вот такая статистика, что в Минздрав за этот год поступило 169 обращений. В адрес Главного бюро медико-социальной экспертизы только за 9 месяцев 327 обращений по вопросам экспертизы. Рушан Рифатович, вот Регель Халяфович, в основном с чем связаны эти обращения? Сейчас мы не будем рассматривать, наверное, степень обоснованности. Вот такие, давайте обозначим основные группы вопросов, которые волнуют людей. Ну, во-первых, хотелось бы начать с того, что по поручению президента Республики Татарстан Рустема Нургалиевича Минниханова уже не первый год реализуется цикл передач «Татарстан без коррупции». На данной телепередаче рассматриваются самые актуальные и волнующие вопросы граждан. И одна из самых волнующих тем – это как раз-таки социальное обслуживание населения. Отвечая на ваш вопрос, мне хотелось бы выделить две группы обращений. Первое – это порядок прохождения и направления. Второе же – это обжалование решения медкомиссии и иные вопросы. Но я думаю, что мы сегодня с вами выработаем этап, как раз-таки разберем все волнующие вопросы и выработаем дорожную карту по пресечению коррупционных рисков. У меня все. Ну, по вопросам, да, которые поступают у нас, это я хочу сказать, что это можно сказать, вопросы, наверное, обоснованные, они касающиеся вопросов проведения свидетельства, вопросов, где граждане не согласны с тем заключением, которые вынесены. Также поступает много вопросов по
дубликатом справок по потерянным ИПР, которые граждан были разработаны ранее. Также много вопросов касается коррекции этих ИПР, но хочу сказать, да, не все мы их всех рассматриваем, но для того, чтобы нам провести освидетельствование или для определения группы инвалидности, для каких-то внесения изменений, необходимо прежде всего направление из лечебных учреждений. И в части этих писем, или справка о том, что гражданину отказано направление к нам. Только после этого мы можем провести процедуру освидетельствования для того, чтобы определить группу инвалидности и вопросы к обжалованию или назначение новых технических средств реабилитации. Сейчас вопросы мы отвечаем на вопросы, разъясняем порядок сами. Часть вопросов отправляем в Минздрав, потом Минздрав отвечает или приглашает их в поликлинику. Также хочу сказать, за 9 месяцев было 4 такие жалобы, скажем так, на некорректное поведение наших сотрудников, но они все, кто проходил освидетельствование, они все прекрасно знают, что у нас все процедуры записываются, идет как аудио и видеозапись. Мы пригласили всех, да, все в полном режиме онлайн, пригласили всех, кто был не согласен и кому казалось, что врачи некорректно себя вели, неэтично. При их присутствии было все видеосюжеты проведения освидетельствования рассмотрено, и никаких вопросов были, жалобы все сняты, и они оказались необоснованными. Но чаще всего тогда по каким все-таки вопросам главный? Ну, вопросы сейчас в последнее время в связи с ситуацией с коронавирусом. Основные вопросы это были проведение освидетельствования, это разработка индивидуальной программы реабилитации или несогласие с решением медико-социальной экспертизы по группе инвалидности. Хорошо, спасибо. Сейчас перейдем, наверное, к цифрам. Рушан Рифатович, мы понимаем, что вот прохождение процедуры присвоения или продления статуса инвалида действительно проходит сугубо индивидуально, в несколько этапов. По вашему мнению, насколько в этом вопросе велики коррупционные риски? И как вы прокомментировали вот уже сейчас, да, наш интернет-опрос, все-таки риски существуют, как мы понимаем? Да, я полагаю, что коррупционные риски существуют, поскольку многоступенчатость и затягивание процедур провоцирует людей на коррупционные сделки. Как показывает статистика, ежегодно правоохранительными органами возбуждаются уголовные дела по факту незаконного оформления инвалидности при получении выгоды. Особенность совершения таких преступлений является то, что они совершаются в составе группы лиц по предварительному сговору. С одной стороны, это лица, которые оформляют инвалидность, а с другой стороны, граждане, которые не имеют право оформить инвалидность, но при этом идут к этой цели. И с учетом этого ответственность несет обе стороны. Рекомендую всем подумать о последствиях и не вступать в преступные отношения. Вот, наверное, продолжу вашу тему. По данным республиканского МВД, с 2015 года было выявлено 5 групп, в которые входили сотрудники межрайонных медучреждений, лица Главного бюро медико-социальной экспертизы. Преступные группы работали в Набережно-Челнинской зоне, Буинской, Арской, Нурлатской, которые объединяют и соседние районы. Выявлено 98 преступлений, это мошенничество и получение взятки. Мы сейчас не совсем нам ту графику показывают. 10 человек осуждены, общий срок наказания составил 9 лет 7 месяцев лишения свободы, ущерб в составе этих преступных групп около 20 миллионов рублей. В прошлом году МВД Республики начало следствие еще и по работе целого преступного картеля, охватившего сразу несколько районов республики. Это Казань, Алексеевский, Рыбно-Слободский, Зеленодольский, Буинский, Высокогорский, Апастовский и Тюлечинский. Было выявлено, скажем так, 15 поддельных инвалидов, которым ставили крайне тяжелые диагнозы. За них вполне здоровые люди были готовы заплатить порядка 300 тысяч рублей. Работник одной из центральных районных больниц подозревается в том, что, находясь в преступном сговоре с иными должностными лицами, за посреднические услуги получил вознаграждение на общую сумму более 7,5 миллионов рублей. Следствие по делу, которое квалифицировали по статье мошенничества, сейчас выходит на финишную прямую. Рикель Халяфович, насколько знаю, признаки торговли инвалидностью обнаружили ваши сотрудники. В том числе расскажите, пожалуйста, как это произошло. Да, это мы обратили внимание, сотрудники бюро обратили внимание, что поступают однотипно подобные документы на граждан, которые имеют онкологическое заболевание. Это вызвало сомнения, так как они были схожи, оформлены врачом и имели идентичность. После этого были сделаны запросы в онкологическую больницу о том, что данные граждане обращались, не обращались, стоят на учете, не стоят с этим заболеванием. Пришел ответ о том, что данные граждане не обращались за медпомощью, и данных граждан на учете как онкологических больных нет. После этого было дано указание, чтобы они провели всех граждан, которые за последние 2 года обращались с подобными диагнозами из лечебных учреждений. И было выявлено 15 таких случаев. Тоже были сделаны запросы
на который мы получили ответ, что данные граждане не обращали и на учете не стоят. И согласно нормативным документам, все эти материалы были переданы органы прокуратуры и органы УБЭП, по которым уже проводились дальше. Данная группа была у них уже снята, но я хочу сказать, что она была принята не потому, что основания там были на первичные документы, потому что на основании тех документов, которые вот были сделаны мошенническим образом, и на основе тех документов, то, что они больные, были оформлены направление лечебного учреждения, реальное направление, и после этого они все группы были аннулированы. И документы переданы в следственные органы. То есть у вас внутри своего рода своя служба безопасности, как в МВД, то есть специальная группа занимается этим вопросом? Нет, не специальная группа занимается, врачи. Каким образом вот выявили? Ну, выявляется, при таких выявлено было случайно то, что первично было выявлено то, что при таком заболевании, такой стадии онкологического заболевания определяется первая группа инвалидности, а первая группа инвалидности определяется на 2 года. И по прошествии 2 лет гражданин с этим заболеванием пришел повторно опять на свидание своим ходом, бодрый, веселый, красивый. Это вызвало подозрение, как что такие успехи делать на здравоохранении, что люди столько живут. После этого пошла инициирована была проверка. Хорошо, спасибо. Мы сейчас, конечно, сразу оговоримся о том, что вот для здорового человека, конечно, выгоды такой покупки мало очевидны. Так вот у нас есть история, как один из пенсионеров, оказавшийся замешан в этом деле, заплатил 100 тысяч рублей, чтобы получать пенсию в 4 тысячи. Вот сейчас все-таки предлагаю поговорить о людях, которым действительно нужна помощь государства, и обратимся к статистике. Итак, всего в республике со статусом инвалид живут почти 280 тысяч человек. Детей с ограниченными возможностями почти 16 тысяч. Также мы сейчас с вами увидим динамику за последние 3 года. По результатам обследования в прошлом году инвалидами признаны, пришедших на комиссию впервые, то есть получивших статус, взрослых 16 719 человек. И цифры незначительны, но растут от года к году. Детей, напомню, впервые признанных инвалидами 1815, и это немного меньше, чем в 2018 году, но больше показателей, чем 2 года назад. Я понимаю, что, конечно, тут гнаться за цифрами нельзя, но мы видим, что количество впервые признанных инвалидами растет. Ильдар Разинович, как вот вы оцениваете такую динамику, вот эти цифры? Начну с того, что инвалидность имеет медицинские, юридические, социальные аспекты. Инвалидность – это не только хроническое заболевание со стойкой утраты трудоспособности. Все-таки это возможность гражданина получения различных социальных льгот от государства. И да, мы за последнее время отмечаем некое снижение в получении инвалидности. И здесь, конечно, надо сказать, что не только взрослым устанавливается инвалидность, но и детям. По детям идет снижение. Здесь, конечно, мы это связываем с тем, что в последнее время все-таки развивается материально-техническая база наших учреждений, укомплектовываться современным диагностическим высокотехнологичным медицинским оборудованием. На сегодняшний день все женщины проходят обследование, беременные женщины проходят обследование на наличие генетических изменений. И, конечно же, 100% новорожденных проходят также скрининг на новорожденные различные генетические заболевания. Что те заболевания, которые в свою очередь ранее давали вот этот большой рост именно инвалидности у детей. Наверное, ну а с чем все-таки, понятно, что вовремя оказывается помощь, да, квалифицированная помощь, высокие технологии приходят, но все-таки вот рост по цифрам есть большой. Почему? Здесь надо отметить, что все-таки оказание высокотехнологичной помощи влияет на этот процесс. Ну и юридические аспекты – это изменение критериев, присвоение вот эти тоже моменты есть, да. Ну и все-таки направление на получение инвалидности, процесс становится все-таки более прозрачным, скажем, и для гражданина, но мы с этим тоже связаны. Хорошо, об этом, конечно, о прозрачной процедуре и всех этапах мы тоже проговорим. Звонок у нас подтверждается, да? Добрый. Тогда давайте мы выслушаем. У нас звонок в студию. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Меня Ирик зовут. У меня вот такой вопрос. У меня родственник инвалид. У него поставили на экспертизе 3-ю группу. Хотя вот он, знаете, уже давным-давно болеет, уже много лет. И вот должны были ему 2-ю группу поставить. Как вот, куда мне обратиться? Как нам, что сделать, чтобы вот ему не 3-ю, а 2-ю группу поставили?
Третья группа была до этого, да? Сейчас вторая. Ну, сейчас третья группа у него, на самом деле у него вторая же уже, да. Лигель Халифович, наверное, вопрос к вам. А куда обратиться, что делать? То есть вопрос, как я понимаю, решают сейчас родственники, да, чтобы помочь. Хочу сразу сказать, что группа, это не зависит от того, сколько лет человек находится на какой-то группе. Там, допустим, сейчас уже положена вторая, так как он много лет на третьей, от этого не зависит. Еще раз хочу сказать, что я хочу повториться, не заболевание является основным для определения группы, вот как Ильдар Разин сказал, а тех функциональных нарушений, которые вызвало данное заболевание у гражданина. То только то, что это не так, что вот сколько лет уже болеет, а группа не определяет, или уже 10 лет уже болеет, а группу не дает, уже 10 лет болеет, или уже положена первая группа, это не является основным это не стаж определенный, да, здесь он не должен играть это роль. Не стаж, а куда обратиться, чтобы необходимо понять? Раз вопрос такой возник, что вот хотел бы сам, ну раз уж под вопрос говорю, что не должно быть такого, что вот, что, как сразу, наверное, касается, поддержать коллеги, что именно тот вопрос, я вот хочу получить статус инвалида, или третьей, или второй группы, куда мне что делать, куда мне обратиться. Для этого все это определено нормативными документами. Каждого гражданина у нас наблюдается какое-то лечебное учреждение, какой-то поликлинике, где его постоянно наблюдают. Человек в течение возраста может, к сожалению, скажем так, может заболеть или развиться хроническое заболевание. Лечебные учреждения, вот, они занимаются процессом лечения, процессом реальной реабилитации. И после того, как уже прошло какое-то время, уже неоднократно стационарное лечение, многолетнее наблюдение не дает уже дальше положительных эффектов. И, хочу еще раз повториться, имеющее у гражданина заболевание вызвало какие-то функциональные нарушения, которые мешают работать, обслуживать себя, передвигаться, ориентироваться, общаться. После этого врач, ведущий участковый врач, который ведет граждан, и именно врачебная комиссия определяет, есть основания направить гражданина на освидетельствование или нет оснований. То есть сейчас только за решением врача делают, это да? решение, да, это не врач, это врачебная комиссия. Врачебная комиссия. Они определяют, они то, что вот, они определяют, у данного гражданина представляет лечебное учреждение, они определяют, если есть основания, оформляют направление на медико-социальную экспертизу. Если нет оснований и у гражданина есть желание пройти освидетельствование, дают справку об отказе. И все это делается только с согласия гражданина. При наличии этих двух документов, или направления, или справки об отказе, гражданин вправе обратиться на медико-социальную экспертизу. И именно тот вопрос, то, что я хочу получить статус инвалида, я хочу, что мне для этого делать, раздать такие предложения, как коррупционные, куда мне обратиться, кому заплатить, чтобы мне быстрые документы оформили. Ну, а есть телефон горячей линии? То есть, куда есть телефон позвонить? горячей линии, конечно, да. А в данном случае, хочу конкретно видеть, гражданин, ему необходимо обратиться в лечебное учреждение по месту, где он стоит на учете, где врачебная комиссия определит, есть ли основания для направления или нет оснований. В зависимости от этого будет принято решение. Хорошо, спасибо. Но я думаю, может быть, такие вопросы возникают в связи с тем, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу. То есть, может быть, не все сейчас имеют определенный доступ в различные учреждения, да? Не все рискуют своим здоровьем. Знаю, что в апреле было принято и временное постановление о продлении сроков инвалидности автоматически. Вот как обстоит дело сейчас? Много ли проблем с этим возникает? Может быть, сейчас какая-то волна тех, кто... Продлевается ли этот срок, либо, наоборот, действительно уже постановление утратило свою силу, необходимо приходить лично? Что происходит сейчас? Да, начиная с 1 апреля мы работали, до 1 октября было изменение постановлением правительства, внесены временные критерии, в котором мы, граждан, работали чисто в заочном варианте, граждан не приглашали, работали по тем документам, которые нам представляли лечебное учреждение. Те граждане, которые смогли или имели возможность пройти обследование, когда подходил срок освидетельствования, те были по направлению продлены на 1 год. Им также была разработана индивидуальная программа реабилитации, и документы, заказанные письмом, были отправлены в их адрес. Те граждане, которые не имели возможности пройти освидетельствование, не только у граждан, в связи с ситуацией, может, поликлиника была закрыта, может, врачей не хватало, и тот объем не успевали, им в автоматическом режиме на полгода была продлена группа инвалидности, о чем им тоже было извещено по телефону, и по заказанному письму были направлены справка о инвалидности и программа реабилитации направлены в их адрес. На сегодняшний день, 1 октября, действие этого постановления закончилось, но я хочу сказать, что рассматривается еще вариант в связи с ситуацией, то, что вот ухудшение ситуации, о продлении временных критериев до 1 марта. Как об этом будет уже постановление, как появится, уже официально будет принято. Мы известим об этом здравоохранение тоже, чтобы они работали уже в том же режиме. И это появится у нас на сайте, и мы даже продолжим работу. Хорошо, спасибо. А еще один звонок, я правильно понимаю?
Тогда мы слушаем. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Ага, здравствуйте. Как вас зовут? Елена. Елена, задавайте свой вопрос, мы слушаем. Знаете, у меня была грыжа позвоночника, ее удалили. Через сколько-то лет у меня началось позвоночник перелом. Повыше чуть-чуть. Потом у меня Шауман, вот недавно поставили диагноз. Ноги отказывают. Я мать-одиночка. Инвалидных не дают. Так, вы обращались Да. в врачебную комиссию, проходили? Да. Нет, к нейропатологу обращалась, к участковому врачу. Меня вот то туда-сюда кидают. И никак вот придите, 2 недели подержат на больничном, опять на работу. Я говорю, я работать не могу. Говорю, у меня ноги отказывают. Хорошо, в какой сфере вы работаете? Подскажите, пожалуйста. В образовании. Еще раз? В образовании. В образовании. Хорошо, сейчас я думаю, что наши гости... Ильдар Азинович, вы? Хотел бы, наверное, прокомментировать. Ну и в целом вопрос направления на медико-социальную экспертизу. Любой гражданин вначале обращается в поликлинику по месту жительства, вот, что и заявительница и сделала. Соответственно, уже лечащий врач соответствует с приказом, с тем объемом исследований, которые необходимо для направления и для установления стойкой утраты трудоспособности, проводит все необходимые консультации специалистов, обследования, и уже врачебная комиссия принимает решение в случае направлять или не направлять. Ну вот сейчас получилось, и, соответственно, что здесь надо вот этот индивидуальный случай нужно посмотреть, потому что лечащий врач тоже регламентирован сроками, значит, это в случае продления временной нетрудоспособности на 4 месяца и более, да, по одному заболеванию, например, неврологическому, то там, конечно, есть уже основания. Вот здесь надо посмотреть. И, наверное, мы отдельно тогда посмотрим. Вот, если это до 4 месяцев еще срок, то лечащий врач еще пока имеет право продлевать больничный лист. Да, в это время проходят определенные лечебно-реабилитационные мероприятия. И уже по итогам 4 месяцев, если видно, что никакого эффекта нет, то тогда, конечно, вот тот порядок, который я озвучил. Так что, Елена... И в случае значит, отказа врачебной комиссии в направлении, то, конечно, гражданин может также обратиться самостоятельно с справкой из медицинской организации. Хорошо, так что, Елена, надеюсь, вы сейчас понимаете, что делать. Контакты ваши оставьте, пожалуйста, на нашей горячей линии. И индивидуально Ильдар Азинович потом заберет ваши контакты, свяжется с вами уже, и ваш вопрос поработает в индивидуальном порядке. Я надеюсь, что он обязательно разрешится. Мне подсказывают, что еще звонки в студию поступают. Предлагаю выслушать и продолжить дальше. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Меня зовут Ирина Николаевна, я из города Казани. Слушаем вас. Вопрос у меня следующий. Я являюсь инвалидом 2-й группы бессрочно с 2013 года по основанию общих заболеваний. С детства у меня наблюдалась у эндокринолога, но на комиссию до 18 лет не направлялась. Могу ли я изменить причину инвалидности с общего заболевания на инвалидность детства? Спасибо. Спасибо. Кому вопрос? Да, такой вариант вопрос. Вам, наверное, если у вас будут подтверждающие медицинские документы, что вы данным заболеванием страдали с детского возраста и неоднократно обращались, то вопрос можно рассмотреть по заявлению к нам на медико-социальную экспертизу, представлением документов. То есть она должна обратиться к вам с заявлением? Заявление, документы, которые покажут, что она действительно с детства страдала данным заболеванием, неоднократно лечилась, неоднократно обращалась до достижения 18-летнего возраста. Хорошо, спасибо. Я думаю, ценный совет. И вот у нас, мы сейчас к этой теме и пришли. Небольшой сюжет у нас есть о ситуации изнутри. Как инвалиды вот сами воспринимают прохождение медико-социальной экспертизы. Что это для них? Вот предлагаю сейчас посмотреть наш сюжет. Любовь Николаевна, скоро с вами тоже свяжемся. Не отключайтесь. Марат Кадыров дома, несмотря на диагноз с детства, инвалидность 1-й группы, не сидит. Каждый день у председателя районной организации инвалидов встречи, договоренности об адресной помощи продуктами, одеждой и техническими средствами, такими же, как и он сам. У меня пожизненная 1-я группа, поэтому если бы я сейчас получал бы, наверное, я, во-первых, мог бы и не получить ее, потому что, видите, у меня руки, ноги и есть. Человек, вот можно себе представить, что как будто, изделие. Техническое изделие, у которого должен быть брак.
То есть, если, например, на первую группу получить инвалиду, надо иметь отсутствие двух конечностей, нижних конечностей выше колен. Или, например, отсутствие одной ноги, одной руки, одного глаза. То есть, каждое увечье, каждое отсутствие такого или иного органа является в процентном соотношении. Чем хуже, тем лучше. Для большинства инвалидов понижение степени, то есть признание медико-экспертной комиссии улучшения здоровья, чаще всего удар. Изучение предложений биржи труда ставит крест на семейном бюджете. Мы 120 профессий минимум мы сколько пересмотрели. Там практически 99% та работа, которую предлагает биржа труда, она для инвалидов неприемлема. Обособленного списка именно для людей маломобильной группы населения там нету. То есть полный список идет. То есть грузчики на базу, разнорабочие на стройку, дворники, монтажники и так далее. Есть ли заинтересованность в получении инвалидности? Конечно, это гарантированный, хоть и небольшой доход, назначенная пенсия и право на получение лекарств. Поэтому и каждая встреча с экспертами для инвалидов становится большим и очень важным экзаменом на жизненную прочность. Есть кому как прокомментировать этот сюжет? Вот мы здесь конкретные вопросы, конечно, конкретные случаи где-то озвучивали, но в целом вот на общую картину ожиданий в зависимости от решения медиков. Кто прокомментирует? Наверное, ну, скажем то, что вопрос инвалидности, там было сказано, что отсутствие конечности, там, как бы рук, ног или глаз, это не является основным критерием для признания гражданина инвалидом. Есть много тех функциональных нарушений, стойких, которые приводят к ограничению. К недееспособности. Да, ну, скажем так, да, которые не только физически, скажем так, как было сказано, уродство. Все нарушения регламентированы приказом 585, это, скажем так, толстый приказ, где все заболевания, от тех заболеваний расписаны те функциональные нарушения, процентного отношения, как было сказано, которые могут привести там, к определенной группе инвалидности, там, 1, 2, 3, или не являются основным для признания инвалида. Они все функциональные нарушения. Как часто этот список меняется? И когда он последний раз менялся? Он постоянно дорабатывается, этот приказ, он живой, постоянно, как сообщество выходит какие-то, получается, необходимые других включение туда других заболеваний, которые вызывают функциональные нарушения стойки. Он постоянно живой дорабатывается. Это, наверное, я вот 10 лет работаю, наверное, уже или 4-й, или 3-й приказ, который все вот доработан. То есть примерно раз в 2 года? Сначала появляется, потом 2-3 раза вносит изменения, а потом выходит новый приказ. Там все заболевания, которые вызывают ограничения, там все определены, процентное соотношение. Он является открытым доступом, 585, можно посмотреть, это не секретный документ. Если есть основания, и есть выставлен лечебное учреждение при направлении у граждан какие-то есть дефекты и нарушения, которые приводят к ограничению деятельности, процент соотношения, допустим, от 40 до 100, это является основанием для признания гражданина инвалидом 1, 2 и 3 группы, зависит от процентов. И то, что вот очень много обращений поступает, вот даже здесь она прозвучала, вопрос, конечно, может по трудоустройству не совсем касается нашего учреждения, но хочу сказать, что сейчас как понятие, как рабочая группа, нерабочая группа. Вот у меня была 2-я группа нерабочая, сейчас сделали 3-ю, стала рабочая. Таких сейчас понятий, как рабочий, нет. Гражданин, по идее, может и 1-я группа может работать, если трудоустройство, 2-я группа, 3-я группа может трудоустроиться, работать. Хорошо, у вас есть что добавить, Эльдар Разинович, по этому сюжету? Нет, в принципе, здесь все вот обозначили основные направления здесь. Да, то есть главное, что список корректируется и учитывает вызовы времени. Да, правильно сказал, вызовы времени. Там очень много общественных организаций инвалидов разных групп обращаются. На основе их обращения она обсуждается, дорабатывается, вносится. Вот очень активно проработали, как раз хочу сказать, общество диабетиков, скажем так. Они добились того, что уже дети сразу признаются первично до 18 лет, у кого есть основно до 14 лет, сразу при первичном свидетельстве. То есть инициатива идет снизу? Инициатива идет, да, поэтому это приказ. Да, инициатива идет снизу, приказ, наоборот, там больше расширяется. Даже по показателям, которые видели, вопрос стоял, то, что почему у нас количество инвалидов растет. Действительно, там добавляются новые критерии, добавляются, и поэтому количество детей для того, чтобы, как Эльдар Разинович сказал, чтобы поддержать материально, социально поддержать, чтобы как-то могли развиваться. Основной вопрос инвалидности это не желтая справка, не розовая справка, которая по руке. Основной вопрос это обозначить те реабилитационные мероприятия, которые необходимо осуществить. И чтобы гражданин мог после тех мероприятий, которые проводит, он мог хотя бы в социум обратно вернуться, хотя бы более-менее был бы членом нашего общества. А не то, что дали бессрочно и забыли, чтобы он больше не ходил, не мучил нас. Такого понятия нет.
Хорошо, сейчас еще один момент. Вот в вашем бюро медико-социальной экспертизы, хоть и работают врачи, но вы относитесь, да, к ведомству другому, Министерству труда. Я так понимаю, что главный принцип установления инвалидности – вот, потеря трудоспособности гражданинам. Может быть, я ошибаюсь, но, вот например, для меня, да, для музыканта или менеджера по продажам травма руки – это может быть для одного это установление инвалидности, для другого нет. Или мы опять неправильно понимаем всю эту систему? Нет, вопрос неправильный. Как я уже сказал, там не совсем правильно. Конечно, там учат не только профессиональные трудовые, но, конечно, профессия тоже имеет значение при проведении экспертизы. Еще хочу повторить. Для того, чтобы гражданина признать инвалидом, надо 3 условия. Это первое, это наличие стойких нарушений функции организма, вызванных заболеванием, а не наличие заболевания. У человека может болеть, допустим, хронический гастрит, но он функции никакие, ни стойкие нарушения функции не вызывает. А уже другое какое-нибудь заболевание, отсутствие, допустим, как было сказано, отсутствие конечности или отсутствие органа конечности, возьмем так, он вызывает то, что человек уже не может 100% передвигаться спокойно на все условия. Вот это нарушение функции. Это не заболевание, не ампутация является основным, а нарушение то, что не может ходить. Или не может сам себя обслуживать, или не может обучаться, или не может те заболевания, или не может ориентироваться, отдавать отчет своим поступкам. Вот это. Второе условие – это ограничение жизнедеятельности, которое я сказал, это как раз второе условие, то, что не может. И третье условие – это нуждаемость гражданина в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию. Только вот это наличие 3 вот этих условий является основанием для признания гражданина инвалидом. Только наличие одного, то, что он, допустим, нуждается в реабилитационных мероприятиях, мне лекарства нужны, так как мне на лекарства не хватает. Или у меня есть такое вот заболевание, уже 10 лет болею, да. 10 лет болею, или вот это только. Это не является основным. Вот совокупность 3 этих функций, которые, вот 3 этих нарушений условий, которые есть, является основанием для признания гражданина инвалидом. Да, то, что касается нашего учреждения, был вопрос. Да, мы относимся к Министерству труда, как бы мы относимся к как-то организации медицинского особого типа, согласно приказу 529-го. Мы работаем, но оказываем услуги, тоже у нас есть медицинское лицензия, мы по ним работаем. У нас врачи готовятся в Санкт-Петербургский институт совершенства врачей или Москва, Федеральное бюро медико-социальной экспертизы. Те же врачи, которые имеют общий диплом, медицинский диплом, лечебный факультет, педиатрический факультет, они проходят переподготовку, переобучение и на основе после этого работают у нас врачами-экспертами. Я все-таки сейчас предлагаю обратиться к Любовь Николаевне. Любовь Николаевна, добрый вечер еще раз. Вы возглавляете региональное отделение Росздравнадзора. Вот каким образом контролируется корректность присвоения или продления инвалидности? Проверки плановые или они... выборка какая-то проходит, либо они проходят тотально. Тут, еще раз я напоминаю, вот мы говорили по уголовным делам, да, когда ущерб составил около 20 миллионов рублей. Любовь Николаевна, вам слово. Еще раз добрый вечер. Светлана, очень замечательно, что мы собрались как бы вот 3 стороны и 3 участника этого процесса. В первую очередь это медицинские организации. Ильдар Разинович представляет здесь Министерство здравоохранения, потому что государственные учреждения как раз являются инициаторами направления на освидетельствование гражданина. И вот мне бы как надзорному органу очень хотелось видеть инициативу учреждения при направлении гражданина. То есть только врач, лечащий врач понимает, что да, у человека есть такое состояние у гражданина, которое уже требует присвоения инвалидности. Мы со своей стороны проверяем, ну пусть даже вот я назову это формальной частью, да, работы, но тем не менее, прежде всего, поликлиника должна иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности, потому что экспертиза – это лицензируемый вид деятельности. Кроме того, в обязательном порядке в поликлинике должны быть лаборатории, рентген-кабинет, возможность проведения компьютерной томографии. То есть вот полнота обследования на уровне амбулаторного звена, она во многом тоже является залогом того, что человек получит заслуженную группу инвалидности. Кроме того, мы проверяем и медико-социальную экспертизу. Это тоже лицензируемый вид деятельности. Вопросы были, например, у нас по подготовке специалистов. Сейчас, в настоящее время, все специалисты медико-социальной экспертизы, как уже сказал руководитель, прошли специальное обучение, и, соответственно, они занимают свою должность по праву и вполне профессионально могут выполнять свою работу. Мы со своей стороны можем проводить плановые проверки и внеплановые. Внеплановые проверки – это те проверки, которые формируются на основании жалоб гражданина.
А плановые проверки – это такая вот ежегодная работа, ежегодное составление плана. Хотя сейчас время сложное, время опасное, и мы тоже принято решение на федеральном уровне, что плановые проверки в этом году мы пока не проводим. Но тем не менее, если будут обращения граждан, мы, несомненно, будем их рассматривать. И наша основная позиция все-таки стоять на стороне гражданина, на стороне защиты его прав. Любовь Николаевна, а как часто жалобы поступают от граждан? Какая статистика есть за последний год, за этот год? Вы знаете, жалобы поступают. Я могу так сказать ориентировочно, 4-5 жалоб мы имеем в месяц. Но наши граждане не всегда целенаправленно посылают жалобы в наш орган, предполагая, что мы пересмотрим группу инвалидности. Это прерогатива медико-социальной экспертизы. И если мы видим в жалобе несогласие с решением бюро, то мы все-таки рассматриваем это совместно с бюро. Если жалобы на порядок проведения экспертизы, не взяли согласие, не своевременно оформили документы, неправильно оформили документы, не предложили возможности апелляции, если не согласен пациент, то в этом случае это наш блок работы, и мы его, несомненно, оцениваем. Но справедливости ради, чаще всего все-таки жалуются не на порядок, здесь, наверное, более-менее у нас все в порядке, а жалуются именно на то, что не согласны с той или иной группой инвалидности. Хорошо, Любовь Николаевна, мы еще с вами продолжим. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Далее смотрите «Татарстан без коррупции». Еще раз добрый вечер. Это «Татарстан без коррупции». Сегодня мы говорим о коррупционных рисках в сфере медико-социальной экспертизы. И с нами была на связи до рекламы еще Любовь Николаевна, руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Татарстан. Вы проговорили, Любовь Николаевна, о том, что первичное звено главное, когда сталкивается человек с тем, чтобы обратиться с своим заболеванием, с проблемами после заболевания возникшими. Может ли человек идти в коммерческую клинику? Вы говорили о том, что должно быть медицинское учреждение лицензировано. То есть можно ли пойти в коммерческую клинику, сделать все эти документы и обратиться во врачебную комиссию, либо в бюро? Нет, на сегодняшний день это прерогатива чисто государственного учреждения, и направление на медико-социальную экспертизу может быть оформлено только государственным органом. Но если мы уже заговорили про эту проблему, я хочу сказать, что с частными клиниками у нас есть свои определенные, недопонимания в части выдачи листков нетрудоспособности. Как сказал Ригиль Халяфович, при определенном, временном промежутке нахождения на листе нетрудоспособности есть основания направить человека на освидетельствование. К сожалению, наши пациенты, ряд пациентов ходят по частным клиникам. В одной клинике на 2 недели больничной возьму, во второй клинике, в третьей. Вы знаете, без преувеличения у нас есть такие граждане, которые годами, больше 2 лет, ходят на листке нетрудоспособности с учетом того, что каждая частная клиника все-таки работает в своем режиме, не имея связи с другими клиниками, частными, государственными. Поэтому здесь очень важна именно государственная клиника, которая наблюдает пациента практически с самого рождения, который знает его анамнез, который знает его историю заболевания. И только тогда и складывается основание для направления или не направления на освидетельствование. Но хочу напомнить о том, что все-таки это вопрос коллегиальный. Только через врачебную комиссию. Мы тоже строго за этим следим. Только через врачебную комиссию решается вопрос о направлении. Потому что действительно вопросы очень многогранные и очень индивидуальные. Пустая трата денег даже порой, по коммерческим клиникам. Я так понимаю, что человек, пытаясь, нелегально, он пытается приобрести фактически заболевание. Вы знаете, я думаю, что действительно смысла большого у граждан ходить по частным клиникам, чтобы воспользоваться потом этими документами для получения инвалидности, я думаю, перспективы небольшие. Поэтому только государственная клиника, еще раз повторюсь, которая наблюдает, которая уже не первый год знает пациента и знает все его заболевания. Любовь Николаевна, еще один вопрос. Куда писать жалобы, если человек не согласен с решением экспертов? Вам?
Если человек не согласен с решением экспертов, я бы все-таки воспользовалась возможностью апелляции, которая предусмотрена законом. У медико-социальной экспертизы 4 уровня апелляции. Последний уровень – это федеральный центр, то есть может дойти до Москвы, так образно говоря, и этим нужно воспользоваться. Если вы недовольны порядком, если вы считаете, что нарушен порядок направления, не было врачебной комиссии, документы оформлены неграмотно, где-то, может быть, непрофессионально, с вас не взяли информированное добровольное согласие об освидетельствовании. Вот здесь по порядку можно обращаться к нам. Хорошо, спасибо, Любовь Николаевна. Сейчас мы уже затрагивали эту тему. А сами эксперты это кто? Ильдар Азинович, участковый педиатр или узкий специалист, который, наверное, востребован, может уйти из Минздрава в Минтруда, фактически в другое ведомство? Да, и может, по каким... Благодаря чему он может претендовать на звание эксперта? То есть эксперт само слово говорит о том, что человек должен быть выше всего. Как правило, это врач с высшим медицинским образованием, соответственно, с наличием сертификата по специальности терапия, хирургия, педиатрия, психиатрия. И, конечно же, третье условие – это наличие профессиональной переподготовки по медико-социальной экспертизе. Вот это 3 основных критерия, которые позволяют работать в системе Министерства труда Российской Федерации, соответственно, бюро. Игорь Халяфович, всех берете или есть определенный конкурс, своя внутренняя экспертиза для кадров, пришедших с Минздрава? Как это проходит? Нет, так скажем, конкурс есть только там. Или достаточно ли вообще экспертов сегодня, например? У нас укомплектован с врачами специалистов стали 80%, и из них, можно сказать, в Казани 100% укомплектованы, как всегда. А в районах, в отдаленных районах, там количество по штату по минимальному, по 4 врача-специалиста. Врачи, которые приходят к нам устраиваться на работу, мы, конечно, их берем, но они потом проходят, если есть обучение, то или в Москве, при федеральном бюро, или Санкт-Петербургский институт совершения врачей-экспертов. Направляем туда, пока они не получат сертификат, они считаются врачами-стажерами. Уже когда получают сертификат после обучения, становятся врачами-экспертами. Хорошо, у нас есть звонок, подсказывает мне. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер, вы нас слышите? Алло, да, я слышу. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задайте свой вопрос. Ильдус. Алло. Так, похоже, немножко... Ильдус. Так, Ильдус, хорошо. Добрый вечер, Ильдус, задавайте. Добрый вечер. У меня такой вопрос. У меня 2-я группа инвалидности. Телевизор не показывает. Алло. Да, мы слушаем вас. Я на прямой эфир не мог выйти. Вопрос задайте, пожалуйста, свой. Вопрос. У меня 2-я группа инвалидности. Сказали, что если 1-й получит, получается, что надо будет через 2 года опять пройти. Не надо будет подтверждать свой статус через 2 года, если он получит 1-ю группу. Но мы поняли ваш вопрос. Судя по всему, это опять то непонимание, о котором вы говорите, да? Что... Я вопрос, конечно, не понял. Сейчас у него сейчас 2-я группа инвалидности, он желает 1-ю, чтобы... Еще раз, я понял вопрос. Еще раз вопрос. Не продлевать... Не желание, вопрос не зависит от желания гражданина получить там определенную группу. Вопрос. То, что было сказано, Любовь Николаевна сказала, то, что я уже сказал. Вопрос это определяет основание для направления для утяжеления группы, это определяет врачебная комиссия. По результатам проведенных обследований и потому ухудшение состояния здоровья, которое отразится в документах, только после этого определяется, есть основание для направления для утяжеления группы или нет. И хочу как раз, как Любовь Николаевна сказала, действительно, у нас приходит ряд жалоб, бывает, которые, что было сказано. Я хочу, допустим, данную ситуацию, но не данную ситуацию, вообще можно сказать, что я хочу усилить свою группу, ходит по частным клиникам, собирает разные обследования, проводит, собирает документы, платит на обследование. Когда приходит к нам эксперты или лечебное учреждение отказывают по справке, обращаются, когда мы говорим, что состава нет, так и ряд жалоб получается, что я вот столько денег заплатил, на все учреждения бегал, а мне еще группу не дали. Зачем я тогда платил? Вот такие тоже вопросы. Еще раз хочу остановиться и сказать, что вопрос направления на учреждение группы или вообще на определение статуса инвалид решает врачебная комиссия по состоянию, которое у гражданина есть.
не тот человек, я хочу получить вторую группу, я хочу получить первую группу, у меня вторая группа, или хочу получить третью группу. Такого нет. Если у человека, может, по вопросу говорю, если может по поводу, если у человека вторая группа бессрочно, и есть основания для направления медико-социальной экспертизы с целью утяжеления, если у него есть стойкое нарушение организма и дальнейшая реабилитация уже не даст положительных результатов, и учитывая возраст граждан, можно определить сразу первую группу бессрочно. Есть ли противоположные случаи? Вот тут я хотела вспомнить известную для нас, для телевизионщиков, уникальную историю Нины Кондратовой. Это одна из первых дикторов центрального телевидения. Красавица, любимица миллионов зрителей. Во время съемок на ВДНХ бык во время репортажа выбил ей глаз. Нине Кондратьевой тогда установили протез, и она после этой трагедии еще долго и долго работала диктором нам на радость. Есть ли сейчас примеры, когда человек отказывается от инвалидности или вот повышения ее степени? Ну, тоже опять повторюсь, наверное, вопрос это не гражданин решает, отказываться, не отказываться. Это или дать группу, или не дать, это еще раз скажу. Ну, есть такие вот, хорошо, тогда примеры выберешь. Действительно, учреждение направляет к нам на освидетельствование. Ну, хорошо. Есть ли примеры, когда вот действительно все реабилитационные мероприятия помогли, и человек нет, ну, конечно, да. Полностью без группы? Да, если нет, если... Даже про случай, вот конкретный пример. Если у человека есть деформация, это артроз тазобедренных суставов, после как делают операцию, высокотехническую операцию, ставят, как правильно, протез, эндопротез, и у него функции ходьбы восстановятся, то действительно данная группа инвалидности снимается. Не снимается, не определяется. Хорошо. Сейчас я предлагаю еще раз обратиться к цифрам. В прошлом году среди заболеваний, приводящих потом уже к инвалидности, среди взрослых первое место заняли, это более трети, злокачественные опухоли. Затем система кровообращения, на третьем месте психические заболевания. Вот есть график у нас, это 5,5%. В статистике среди детей первое место это расстройство поведения, 32%, затем врожденные аномалии, генетические нарушения 16%, третье место. Но разрыв по цифрам небольшой. Болезни нервной системы, да, 15,9%. Вот у меня в этой связи есть вопрос. Действительно есть список диагнозов, которые гарантируют инвалидность? Еще раз. Нет. Это вопрос, наверное. К Минздраву, да, на самом деле такого списка нет. Как уже Игорь Халевич неоднократно говорил сегодня, все зависит именно вот от функциональных нарушений. Может ли человек сам себя обслуживать, самостоятельно передвигаться, выполнять те или иные функции. Вот все зависит от этого. Не от диагноза, не от заболевания. Зависит от функциональной возможности жизнедеятельности, так скажем. И это зависит от этого в первую очередь. Ильдар Разумович, тогда еще один вопрос к вам. Если не всегда есть возможность, особенно в дальних районах, в небольших селах, пройти всех узких специалистов, которые требуются, да, для сбора всех справок, документов, для врачебной комиссии, да, для того, чтобы добраться до бюро, в ЦРБ часто нет узких специалистов. Как решается этот вопрос? Такой вопрос имеется, особенно в удаленных территориях. Конечно же, на фельдшерско-акушерском пункте полностью оформить направление не получится, поэтому эта работа как минимум организовывается в центральной районной больнице, где в любом случае необходимое обследование, объем обследования должны пройти, но на недостающих специалистов, как правило, ЦРБ заключает договора со сторонними организациями, и уже по графику узких специалистов все-таки выезжает, и для цели направления на МСЭ эти консультации осуществляет. Есть еще один вариант, это проведение телемедицинских консультаций, когда удаленно можно провести консультацию со специалистами республиканских учреждений. Эти консультации тоже они записываются в медицинскую документацию, они фиксируются, эта возможность тоже есть. Ну, как правило, вот за этими направлениями министерство следит, контролирует, чтобы все-таки своевременно, в короткие сроки, при необходимости пройти все необходимые обследования. Ну, сколько могут занять эти сроки при отсутствии... Вы знаете, у нас все сроки регламентированы программой государственных гарантий. В любом случае, это обязательство учреждения организовать прием к узкому специалисту в течение 2 недель, 14 дней, да, и осуществить запись и осуществление всех диагностических исследований до 1 месяца. Это максимальные сроки, в течение которого можно пройти и нужно пройти все необходимые обследования. Если человек не получается, что дальше? Если человек не проходит в установленные сроки все эти обследования, то, конечно, он обращается в первую очередь к главному врачу.
И, соответственно, обращения есть и в Министерство здравоохранения, правда, как бы не так их много, наверное. И на сегодняшний день все-таки мы отмечаем то, что гражданин может обратиться и в народный контроль, и на портал госуслуг. Соответственно, есть возможность обратиться по этому поводу. И, как правило, если уже решение принято направить на медико-социальную экспертизу, обследование проходит в установленные сроки. Но если есть нарушения, значит, они отдельно уже рассматриваются. То есть, но в этой ситуации лечебное учреждение гарантирует прохождение, да? Вот этот регламент, да. получается, месяц это максимальный, да? Месяц, срок да. максимальный Да, месяц. максимальный. Если через месяц у человека в далекой-далекой деревне, в далеком-далеком районе Татарстана не получилось пройти, куда народный контроль у него, куда он еще может позвонить? Что он может сделать, чтобы... Министерство здравоохранения. Горячая линия. Да. Ну, как правило, вопрос решается на уровне уже лечебного учреждения. Все уже знают, что граждане могут пожаловаться в министерство, и этот вопрос решается. Хороший лайфхак для наших зрителей. Да. Если вот уже мы говорим об отсутствии узких специалистов со стороны Минздрава, Ригель Халяфович, к вам вопрос. Доступны ли эксперты в районах? Насколько знаю, что тоже вот люди же всегда ездят из деревень в центры, где принимает комиссия. Не всегда в назначенный час, это десятки километров. Существует ли такая проблема? Такой проблемы не существует. Скажу, я хочу дополнить для Разинича, что есть совместный приказ Минтруда и Минздрава России, где определен перечень, минимальный перечень обследований, которые необходимо провести гражданам при направлении на медико-социальную экспертизу. Там весь список есть, при каких заболеваниях, при каких нарушениях, что должно быть проведено. Также в этом приказе указано, какие обследования имеют, какой срок. Некоторые имеют срок до полгода действительно, некоторые полгода действительно, их не надо повторять. Это раз. Второй вопрос. Человек, еще раз хочу сказать, что человек направляется на медико-социальный эксперт не от того, что он захотел. А если у него заболевание достигло того, что уже привело к инвалидности, это значит, можно сказать, это очень серьезное заболевание. И я предполагаю, что он несколько раз стационарно уже проходил лечение. Так получается. Не то, что вот пришел в поликлинику. Ну да, не случайно. Я хочу стать инвалидом, что мне надо пройти. Те результаты обследования, которые уже он имеется в выписках из лечебных учреждений, их порой бывает достаточно для того, чтобы оформить направление, пройти. Хорошо, и второй вопрос, то, что вы сказали, то, что наши специалисты определяют, у нас если есть труднодоступный район, вот у нас принято так, что мы выезжаем туда, эксперты, сами, да? согласно справке, которая врачебной комиссии, о том, что данный трудно передвигается или не может передвигаться, мы выезжаем в назначенное время, в назначенный час. И у нас большая работа была проведена с Минздравом, то, что по времени ожидания у нас лечебное учреждение записывает прямо по дате, когда гражданину удобно, по времени. Время ожидания у нас не превышает 15 минут, когда граждан приходит определенное время, и в течение 15 минут приглашает, оказывает услугу и отпускает со всеми документами. Экспертиза длится 30-40 минут. В общем-то, все очень быстро, если все логично, если приехали, если сделать все вовремя. Сейчас я предлагаю подвести итоги нашего телефонного опроса, телефонного голосования. Итак, зрителям мы сегодня задали вопрос, сложно ли пройти медико-социальную экспертизу для получения инвалидности. Первый вариант ответа – прохождение регламентировано и понятно. 28% так ответили. А второй вариант ответа, самый популярный, зависит от благосклонности врачей-экспертов. Так ответили 52%. И третий вариант – здоров, но хотел бы приобрести для получения льгот. 19% так ответили. Я сейчас попрошу наших гостей прокомментировать результаты опроса. Любовь Николаевна, давайте начнем с вас. Как вы считаете, почему 52% большинство телезрителей считают, что все-таки от благосклонности врачей-экспертов зависит? Да, немножко тревожная цифра, конечно. Я думаю, все как-то мы задумались. Ну, благосклонность экспертов, наверное, может быть расценена как действительно человеколюбие, с одной стороны. А с другой стороны, наверное, нельзя отрицать и коррупционную составляющую. Поэтому, наверное, цели нашей сейчас, нашего разговора как раз и состоят в том, чтобы эту цифру снизить. Спасибо. Спасибо. Эльдар Разинович. Здесь, наверное, надо сказать, что с бюро мы все-таки организовали работу, и на сегодняшний день уже третий этап перевода этой услуги в электронное взаимодействие. Это тоже, наверное, все-таки повлияет где-то на снижение вот этих коррупционных рисков. Все-таки 30% опрошенных говорят, что регламентировано, понятно, прозрачная процедура. Ну и, наверное, как бы так мы устроены, что нам всегда кажется все-таки, что вы про те 19%, да? Что зависит, да. И особенно про 19%, действительно, объективная картина
Ведь вы увидели объективную картину там. Да. Ну хорошо, все-таки 52% действительно все равно тревожный показатель. Регель Халяфович, ваш комментарий? Ну вопрос, да. Когда гражданин идет к нам на медико-социальную экспертизу, он идет с установкой, что он уже обязан получить минимум второй группы. Уже он идет установка. Это вот вторая группа, это действительно такая болезнь, что вторая группа. И когда ему определяет третью группу или определяет, не определяет вообще группу, он считает, что все коррумпировано. Все коррумпировано, и благосклонные эксперты к нему подошли как-то неправильно. Это вопрос, основной вопрос, который жалуют именно такие, что я вот хотел вторую группу, вот как Любовь Николаевна сказала, почему? Мне третью дали, я хотел вторую, обжаловать решение. Понятно, но при этом мы говорили, что и все-таки о преступлениях в этой сфере, которые были. И поэтому это рождает сразу коррупционные риски. Мы и приводили в пример, что такие примеры были, и люди об этом тоже могут знать. Ваше мнение, Рушан Рифатович? Ну, я, во-первых, хотел поблагодарить телезрителей за активное голосование, а также за участие в нашей телепередаче представителей управления, поскольку они очень ясно, подробно разъяснили порядок прохождения. При этом, я думаю, что сегодня многие телезрители нашли ответы на свои вопросы, ответы на вопросы. И путем голосования мы все-таки установили, все-таки есть над чем поработать, и будут также приняты определенные выводы, и будем проводить профилактику в этом направлении. Хорошо, я благодарю всех гостей. Любовь Николаевна, вы были очень активны. Благодарю всех участников. Наша программа подходит к концу. Надеюсь, те, кто до нас дозвонился, получил все необходимые ответы, все ваши контакты, кто оставил, получит, вам обязательно перезвонят и постараются решить ваши вопросы или, по крайней мере, проконсультировать. Я же на этом прощаюсь. Всего доброго. Это был Татарстан без коррупции. Будьте здоровы.